Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые посетители библиотек. Национальная библиотека Чувашской Республики приветствует вас на фестивале финансовой грамотности «Дружи с финансами». Это проект, победитель всероссийского конкурса библиотек в сфере финансовой грамотности. И сегодня мы проводим онлайн-консультацию «Кибербезопасность». Мы сегодня поговорим о том, как противостоять мошенникам и как уберечь свои финансы от мошеннических действий. И сегодня у нас замечательный спикер Родион Афанасьев, крупнейший специалист по финансовой безопасности в нашей республике, а может быть даже и в Российской Федерации. Родион, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Эпитетом наградили меня очень высокими, наверное, так скажем так, авансом. Но тема действительно очень важная, и мы сегодня постараемся за очень короткое время, относительно короткое, затронуть некоторые вопросы. Вопросы, на самом деле, кибербезопасности очень обширные, и за час-полтора мы их осветить не в состоянии полностью, мы остановимся на определенном аспекте, от которого страдают в основном наши жители республики, и в том числе пожилые граждане, это вопросы телефонного мошенничества. Мы попробуем разобраться, почему это происходит, мы попробуем понять, какая тактика преступников и что надо, собственно говоря, делать, чтобы не стать жертвой мошенников. Сейчас мы, наверное, запустим презентацию, и начнем. Важность этой темы обусловлена очень серьезными такими печальными цифрами по ущербу, который причиняется гражданам. Что-то не работает чуть-чуть. То есть статистика МВД, в частности по республике, говорит о том, что количество жертв мошенников именно телефонного мошенничества, и вообще от мошенничества в сфере высоких технологий, оно почти превышает 3500 человек в республике. Ущерб за прошлый год практически достиг 500 миллионов рублей, то есть 500 миллиарда в нашей маленькой прекрасной республике было потеряно гражданами от действий мошенников. Эта тема очень такая... Не хочет? Пошло. Вижу. То есть тема, она такая серьезная. Мы, еще раз говорю, погрузимся в отдельную только часть этой всей большой проблемы, связанной с мошенничеством. Это социальная инженерия. Значит, в аудиториях, в которых мне дают право выступить, скажем так, я задаю очень часто вопрос, кто смотрит новости, и, к сожалению, из большого количества присутствующих руки поднимают буквально единицы. И аргумент какой в основном, Аргумент такой, что там смотреть в новостях, безобразие одни, страх Божий, и так далее, один негатив. Но на самом деле смотреть новости все-таки надо, с учетом того, что время у нас очень такое серьезное, обстановка меняется кардинально, очень быстро, и в том числе преступники тоже меняют тактику своих действий, и, в общем-то, об этом нам надо знать. Вопрос социальной инженерии является как раз одним из таких серьезных, очень важных вопросов. Почему? Потому что на этом слайде вы видите статистику, уровень преступлений, связанных с моментами социальной инженерии, уровень превышает 90% от всех преступлений в сфере высоких технологий. Ущерб только в 2021 году, по разным оценкам, был более 90 миллиардов по России. На самом деле, по другим оценкам, там он превысил и 150 миллиардов, и, в общем-то, суммы огроменные. Не все люди обращаются, не вся статистика, на самом деле, объективно показывает картину. Проблема этой всей ситуации в том, что в основном под действием жуликов люди сами отправляют деньги преступникам, сами. И это затрудняет противодействие этому моменту, и со стороны банков, со стороны других каких-то организаций финансовых, потому что поручение клиента банки обязаны исполнять.
И вот здесь вот очень важно, чтобы сам клиент понимал, что, то есть мы с вами, да, что мы делаем, почему мы это делаем, на самом деле должны ли мы это делать. И вот сейчас об этом мы как раз с вами поговорим. Вот цифры, о которых я говорил, статистические примерные. Понятно, что здесь не только социальная инженерия в части там, вот, звонков по телефонному, да, мошенничеству, но и продажа товаров, там, покупка товаров разного рода, там, в интернет-сайтах, взломы аккаунтов и так далее. Мы буквально коротко на этом остановимся, но в основном уделим время как раз этому вот, телефонному мошенничеству. Значит, ну, я надеюсь, все слышали историю которые происходили такие вопиющие, скажем так. В этом году буквально недавно, наверное, то ли в конце февраля, то ли в начале марта, был случай, когда наша гражданка, жительница Чувашии, отдала жулькам 13,5 миллионов рублей. Вдумайтесь в эту цифру. 13,5 миллионов. Мало того, что она влезла в долги, понабрала кредитов, она продала квартиру под воздействием преступников, тоже ее продала за бесценок, по сути дела. То есть осталась без квартиры, без всех накоплений и еще в огромном долгу перед разными там финансовыми структурами. Вот примерить на себя никому как бы не рекомендую, да, эту ситуацию, но вот факт такой. В позапрошлом году учительница одна, значит, в городе Чебоксар отдала жуликам 8,5 миллионов, да. И у нас, у некоторых людей возникает вопрос, ничего себе учителя зарабатывают, да, так много. На самом деле суть-то не в этом. Не в том, сколько человек зарабатывает. И как раз действия преступников направлены на то, чтобы вытащить из человека не то, что у него только есть, да, а еще победить его, передать то, чего у него нет на самом деле. То есть влезть в кредиты, переслать их преступникам, да, совершить сделку там, с квартирой своей, опять же переслать преступникам эти деньги, то есть остаться без ничего еще и долга. Так вот, мне дали возможность в свое время, значит, коллеги из МВД, почитать протокол допросов вот потерпевших по этой теме, да, и их было, ну, разных, ну, много этих протоколов, прочел специально. Менялось в этих протоколах только имена, фамилии, имя, отчество, там, значит, адреса, суммы, там, что-то такое, да, а схема и причины были одни и те же, абсолютно одинаковые, то есть как под копирку. Так вот, мы сейчас с вами как раз сначала проговорим вот про причины, почему это происходит, потом дойдем до тактики действий преступников. То есть одна из причин, ну вот здесь вот на слайде вы видите, надеюсь, значит, как раз вот эти причины указаны, я постараюсь быстренько по ним пробежаться. Значит, первая основная причина, что люди не интересуются происходящими вокруг нас событиями. Вот эти факты мошенничества подобного рода, они происходят уже несколько лет. О них говорилось по телевидению, да, даже передачи были, когда вот у Малахова там, или там еще у других, значит, в других подобного рода передачах выступали там какие-то профессора там, московских вузов огромных, да, известных, которые также стали жертвами мошенников. Обвинить их в том, что они ничего не знают или они там какие-то глупые, да, ну просто язык не повернется, наверное, да, это умнейшие люди в своей области, которые свою как бы вот эту вот тему знают досконально. Но и это в том числе становится причиной того, что они считают, что, собственно говоря, они уже все знают, они очень умные, у них там 2-3 там высших образований, поэтому обмануть их невозможно и типа вот не учите меня жить, да. На самом деле, да. У нас все как бы думают, что мы умнее других, нам это не попадется, мы на эту уловку не поддадимся, мы всегда думаем, что нас это не коснется. А по факту вот всегда получается так, что обманываются именно те люди, которые думают, что нет, я знаю, я вот о мошенниках обычно. И всегда две ключевые причины, мне кажется, Родион Леонидович, это у нас страх за безопасность и жадность. Да? Я прав? Если брать песню, которую мы все знаем, да, из кинофильма Буратино, да, там есть вот как раз все три основных причины в этой песне там описаны, да, покуда есть на свете дураки, покуда живо жадина вокруг, там, покуда есть на свете хвостуны и так далее, да, но песню все это знаете, я уж петь ее здесь не буду в силу отсутствия времени. Вот, то есть одна причина это вот самонадеянность определенная и нежелание, ну, немножко расширять свой кругозор. Люди не знают, что есть такая тема, как именно социальная инженерия, то есть кто-то что-то слышал, а в чем она заключается, как это выглядит, да, как это работает, не знают.
Вот. На самом деле мы об этой теме знаем очень давно. Да? Я вот приводил пример. Кстати, тоже вопрос такой интересный, да, характерный. Я когда выступал недавно перед значит, студентами ЧГУ, я задал вопрос. А помните сказку про голову короля? И там сидело, ну, человек там где-то под 100. По-моему, 2 человека руки подняли. 2 человека подняли руки о том, что они знают сказку про голову короля. Вот, ну, как бы так, то ли смешно, то ли грустно, да. Но я напомню, в чем там была суть, да. Мы все запоминаем последнюю фразу «король-то голый», да, как бы на этом сфокусировались. А на самом деле там как раз вот это методы социальной инженерии были представлены в самом таком ярком своем свете, да. Я напомню, там пришли в какое-то там королевство 2 товарища и сказали, что мы там великие специалисты, мы вам сейчас королю сошьем там какое-то супер платье, значит, моднейшее, там, современнейшее, да, из каких-то там супер таких современных материалов, которые не видны человеку, у которого в голове там какие-то недостатки, да, то есть этот материал видит только умный, там, достойный короля. Вот. Абсолютно правильно. В криптовалюте то же самое, да. Да. Но это сейчас, это, я говорю, тема очень огромная, да, на самом деле. Вот. И там как раз методы социальной инженерии были в чистом виде представлены. Если вы эту сказку вспомните, то вот, опять же, тактику действий преступников в том числе можно даже по этому примеру понять, да. То есть они говорили королю, что если кто-то не видит это платье, значит он недостоин, значит он глупый, тупой там, и надо гнать его в шею, да. Ну, естественно, все стали говорить, что они все там видят, замечательное платье там и так далее. Вот. Ну и точкой стал этот мальчик, который крикнул там «король-то голый». Вот. То есть социальная инженерия на самом деле существует давно, мы о ней знаем, но мы именно что это есть социальная инженерия, что это, в общем-то, такая методика преступников, как бы забываем. Мы не знаем зачастую, вот потерпевшие, да, не знали, что есть такая тема, как технология подмены номера. IP-телефонии, там может по-другому называться как-то, но иногда мы воспринимаем номер, который мы видим, как настоящий, да, то есть преступники как раз этим пользуются. Они находят номер в интернете официального там какого-то органа, там полиции, ФСБ, там неважно, Следственного комитета, вставляют вот в эту программу технологии подмены номера, значит, и человек, которому они позвонили, видит этот номер. И жулики ему говорят: проверьте в интернете, видите, я вам звоню там из МВД или там ФСБ. И человек заходит в интернет, действительно этот номер видит. А то, что это номер на самом деле подменный, люди просто не знают. То есть вот это вот тоже причина. Можно еще добавлю? Вот сейчас распространены звонки через мессенджеры, WhatsApp, Telegram, да, я просто, вот как раз недавний случай, вот звонок, здесь вот просто символика госуслуг, либо Сбербанка, либо Газпрома какого-то используется для того, чтобы доверие людей больше завлечь, и это тоже как бы подмена, по сути, номера. Ну и да, я чуть позже об этом как раз хотел сказать, но как раз коснемся. Да, спасибо. Значит, люди не знают, ну понятно, что состояние, тоже одна из причин – это состояние сильного душевного волнения. Да, когда человеку позвонили, сказали, что что-то случается, что кто-то там у него попал там в больницу, что у него там кто-то пытается украсть деньги, естественно, там, или кто-то на него пытается оформить кредит, там, продать его квартиру, естественно, у любого нормального человека возникает, ну, определенная реакция волнения душевного сильного, да, беспокойства и так далее. И человек перестает соображать, что происходит на самом деле. Он действует так, как ему говорят. Но это вот мы дальше остановимся на этом. Люди не знают, как работают банки, как работает полиция. Вот позвонил там, представился там ФСБшником каким-то полицейским и дает там указания, что делать. Да? А как это происходит на самом деле, люди не знают. Но это тоже объективно и понятно, потому что если человек не работает там в том же самом банке или в той же самой полиции, там, ФСБ, там где-то еще, он, конечно, мало представляет об этой деятельности, знает об этом только там из газет, из телевизора и так далее, из сериалов, да, которых сейчас там на каждом канале по десятку. Вот, которые на самом деле далеки от реальности, вот, и так далее. Ну, может быть, кто-то знает, кого доставили там в полицию там, за хулиганка какой-нибудь там, да, и в кутузку посадили, вот, но не больше, как правило. Хуже того, даже люди, которые работают в той или иной структуре, тоже не знают, как работает эта структура в полном объеме, потому что среди потерпевших есть и сотрудники банков, и сотрудники правоохранительных органов, и полиции, и так далее. Да, просто об этом полицейские чаще всего не говорят, но такие случаи есть. Поэтому здесь
проблема такая, которая, в общем-то, ну она как проблема, она объективная, да, наверное. Я даже как пример один могу привести, что в прошлом или позапрошлом году в интернете была опубликована, значит, заметка о том, что сотрудник центрального аппарата Сбербанка, сотрудник, айтишник, то есть человек, который априори, как бы мы считаем, ну, во-первых, мало того, что он с высшим образованием, он специалист в области, значит, информационных технологий, он повелся на уловку звонка от сотрудников службы безопасности банка и отправил жуликам 15 там, с лишним миллионов рублей. Тоже так же понабрав кредитов, понимаете? То есть речь не о том, что там человек, наверное, необразованный, да, а вот незнание вот этих моментов социальной инженерии, тактики действий преступников приводит к этим последствиям. Ну и недостаточные навыки критического мышления, они, к сожалению, нам присущи. Да? Мы много раз с этим, ну и сами вы сталкивались, да, и примеров масса. Вот один из примеров, буквально, ну не очень давно, в филиал пришла женщина, филиал банка, да, хочет снять деньги и отправить их куда-то, там 600 тысяч. Начинают задавать, ну видно, что женщины волнуются. Сотрудники стали задавать вопросы, что случилось, зачем снимаете. Она говорит, вот у меня там, ладно, еще разговорилась, хотя сначала не хотела говорить. Это тоже, кстати, тактика действий жуликов, о которой мы чуть ниже остановимся, на которой. Она говорит, мне надо срочно на операцию снять 600 тысяч. А что за операция? Вот у меня дочка переходила дорогу, в неположенном месте ехала там машина, водитель, чтобы избежать столкновения, куда-то там влево или вправо повернул, столкнулся там, тяжелая авария, травмы, в больнице, вот 600 тысяч надо на операцию. Я начинаю задавать вопрос, а вы с дочкой-то разговаривали? Нет, говорит, я не разговаривал, мне звонили из полиции, вот вроде и голос дочкин там тоже, кстати, был, мне показалось. Я говорю, хорошо, а давайте позвоним. Ну, сейчас вот я боюсь, ладно. А вы звонили в полицию? Вообще была авария такая на самом деле-то? Нет, не звонила. Вот мы, значит, сотрудники банка, позвонили дочке. Дочка на работе, жива, здорова, как говорит, никаких проблем нет. Да? Мы позвонили в дежурную часть полиции, спросили, была ли какая-то авария в Чебоксарах, там, тем более там, с какими-то там тяжкими последствиями. Никакой аварии не было. Я говорю, ну, перед этим еще, а вы почему решили, что 600 тысяч именно? Вы что, с врачами разговаривали, в больницу ходили, там, вам дали план лечения, там, как бы расписан, да, какие там операции, какие мероприятия надо проводить? Нет, не ходила. С чего вдруг? И номер счета, на который перечисляется. Номер счета вообще, значит, гражданина, живущего там в Архангельской области, физическое лицо, да? Я задаю вопрос, а какое отношение гражданин в Архангельской области имеет к этой операции, предположим, даже, да? Ну, то есть вот эти простые элементарные вопросы, которые, в принципе, надо было задать себе, в первую очередь, да, мы их не задаем. Вот, то есть вот эти причины как раз и явились, значит, у всех практически вот потерпевших, которых, протокол допроса которых я читал, они одинаковые. Значит, вот схема, по которой мошенники получают доступ к деньгам. Вот здесь вот я тоже бегло пробегусь, чтобы вы понимали, да. То есть одна тема, это когда доступ получают бесконтактно, то есть заражая компьютер или там через фишинговые сайты или через вирусное заражение. То есть что такое вирусное заражение? Это не тогда, как я понимаете, да, не тогда, когда ваш там, компьютер чихать начинает, там, как при насморке, а это установка на компьютер или на телефон определенных программ, которые позволяют удаленно управлять этим мобильным там, или устройством, гаджетом и так далее. То есть преступники под разными предлогами загоняют ваше мобильное устройство или там, компьютер вирусы, вот эти вот, позволяющие управлять удаленно. И они видят все, что у вас есть на компьютере или на телефоне, и могут этим всем управлять, как вы. Но вы об этом даже можете не узнать. Либо под воздействием вот этой какой-то фишинговой рекламы, фишинговых сайтов, получают информацию о картах, там номера карт, CVV-коды там и так далее, и похищают все, что на карте есть. И второй способ, это как раз контактный, когда под воздействием вот этой самой социальной инженерии люди либо получают, опять же, вот эту критичную информацию там о пин-кодах, о номерах нам и так далее, карт, счетов и прочее, прочее. И второй, это уже высший пилотаж этих жуликов, когда они убеждают человека совершить операции самому. Самому снять деньги, самому взять кредит и самому продать квартиру и все это самому же отправить на те счета, которые им указываются. То есть вот, собственно говоря, схема действий жуликов, ой, не схема точнее, а способы хищения такие.
Вот основные варианты социальной инженерии вот здесь представлены, то есть мы о них уже начали говорить, СМС-сообщения разного рода, фишинговые письма, в которых гиперссылки разного рода размещены с переходом на фишинговые сайты. Мошенничество в социальных сетях — это когда взламывают чей-то там, ну, я не знаю, слушатели наши пользуются ли вот этими социальными сетями, но, наверное, кто-то, может быть, и пользуется, да, то есть взламывают аккаунт человека, от его имени рассылают всем контактам какое-то сообщение, что вот там кто-то заболел, нужны деньги на операцию, там еще на что-то, и люди, не глядя, значит, из добрых, нормальных человеческих побуждений направляют деньги на тот счет, который указан от имени этого человека. В интернет, ну, то же самое фишинговый сайт, когда, по сути дела, сразу человек проваливается на какой-то сайт, думая, что он на официальном сайте, и там хочет что-то сделать, приобрести там товар какой-то и так далее, оставляет реквизиты карты, на самом деле эти реквизиты попадают жуликам. Сейчас появилось очень много QR-кодов, с этими вещами надо тоже быть аккуратными, в том числе на остановках и так далее, развешивают жулики. Проходя по QR-коду, человек попадает на какой-то сайт, якобы там официальный, по которому видно, что якобы человеку положены определенные выплаты. Для получения выплат надо там ввести реквизиты там какие-то такие-то, да, ну, своих платежных документов, карт и так далее. Человек проваливается, вводит эти реквизиты, причем это фишинговый сайт под видом какого-то официального. И происходит вот то же самое, значит, хищение денег. QR-код, да, QR-код, это наверняка видели, такой квадратик весь в каких-то там черточках, точечках там и так далее, да, в котором, да, на самом деле зашифрована ссылка на, значит, какой-то, значит, официальный сайт, ну, не обязательно на что-то там, да, на какую-то информацию, и, значит, это позволяет быстро зайти там куда-то, провалиться и там либо почитать, либо посмотреть, либо вот совершить какую-то операцию. Но самое главное тут понять, куда мы на самом деле пошли и куда провалились. Телефонное мошенничество, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Под вид вот этого телефонного мошенничества, о чем Василий Германович уже сказал, это использование мессенджеров для звонков. Почему используют жулики мессенджеры для звонков? Ну, вы все наверняка уже пользуетесь такими штуками, как Telegram, там, Viber, WhatsApp. И вы знаете, что есть там такая штучка, как аватар, да? Туда можно повесить свою фотографию, а можно разместить любое изображение, которое вы захотите. Любое. Жулики как раз этим пользуются. Они там размещают, как правило, эмблему какого-нибудь там государственного органа. Там, вот сейчас Василий Германович показал госуслуги. Это может быть там, значит, эмблема там, МВД, ФСБ, Следственного комитета, чего хотите. И название. Вместо номера там будет Следственный комитет Российской Федерации, там, МВД Российской Федерации, ФСБ Российской Федерации. И когда человек видит сообщение, на котором там герб огромный, да, или там этот знак ФСБ и написано ФСБ Российской Федерации, у него уже, ну там, или там чего-то, да, уже начинается там волнение. Да, ноги подкашиваются и соображать человек перестает. То есть об этом надо знать и это надо понимать. Ну и технологии Deepfake, которые, это, в общем-то, наше будущее, про которое мы уже знали, и вы наверняка, может быть, еще в начале 90-х смотрели фильм такой «Бегущий человек», да, с Арнольдом Шварценеггером. Там вот эта технология Deepfake уже, да, была показана. На самом деле она работала или не работала, я не знаю, но она уже была показана. То есть там изобразили, значит, компьютером этого бегущего человека, который на самом деле уже там этих всех злодеев там крошил, как говорится, а показали, что наоборот его там бьют, да. На самом деле эта тема уже работает, она пока еще присутствует в рекламе в большинстве своем, но преступники эту тему используют. Уже были случаи, когда звонил, там, предположим, преступник от имени и с изображением какого-то большого начальника. Это была реальная ситуация где-то в Юго-Восточной Азии, позвонили, значит, от имени какого-то самого большого там босса, финансовому директору, значит, этот вот под видом этого босса преступник, а финансовый директор видел изображение живое, говорящее изображение вот этого босса, его голос, который сказал: перечислите деньги там на такой-то счет, срочно там даю команду такой. Человек перечислил, потом этот настоящий босс прибежал, там шум гам, куда делись деньги, ну и в общем вот так. То есть если вам даже кто-то позвонил с изображением вашего большого начальника, да, и даже с его голосом, и просит что-то совершить с деньгами, с какие-то финансовые операции, какие-то, значит, операции, касающиеся ваших там личных там сбережений, вообще касающихся каких-то материальных ценностей, да, то вам надо усомниться
и самому еще раз перезвонить и уточнить, действительно ли это на самом деле так. Ну, уже по тому номеру, который вам известен. Но об этом мы чуть дальше. Я надеюсь, пока все понятно. Дальше. Вот здесь буквально коротко несколько примеров фишинговых сайтов. Внешне они похожи. Да? Человек проходит, проваливается, оставляет там реквизиты, проходит там по какому-то опросу, там, предположим, и оставляет реквизиты карт. Вот здесь представлен пример переписки преступника с жертвой. И вот, ну, плохо видно, наверное, не знаю, там на экранах ваших видны, не видны. Вот это синие гиперссылки, это как раз гиперссылки фишинговые, по которым проваливалась жертва там, под видом якобы там, в одном месте Сбербанк, в другом месте, там, по-моему, не помню, Юла там что ли. Вот, и там производил оплату какую-то. На самом деле это были фишинговые сайты. Вот этот сайт, посмотрите, пожалуйста, в нем надо разобраться на самом деле. Вот слева красным выделены как раз реальные, использованные, точнее, жуликами, преступниками вот эти фишинговые сайты. Справа пример подлинных сайтов. Как их отличить? Вот посмотрите, обратите внимание. 3 момента, на которые надо обращать внимание. Первое, защищенное соединение, HTTPS. Оно вот, но это не гарантия. Вот здесь вот, если посмотрите, тоже жулик направил это все по защищенному соединению. Ну, либо замочек. Да, это только первый шаг для проверки. Второй момент – это корневой каталог, который мы должны с вами понимать. Нормальный официальный сайт всегда содержит там очень короткое название. Да, avito.ru, там wildberries.ru, там, я не знаю, yula.ru, blablacar.ru, sberbank.ru, госуслуги.ру. Никаких других символов, знаков, букв, цифр между вот этими вот 2 словами, скажем так, да, элементами нет. И вот это надо запомнить. aliexpress.ru, ozon.ru, все. А слева вот посмотрите, обратите внимание, видите, там yula.ru вроде бы, да, но опять же, тут какие моменты надо понимать. Во-первых, название, в названии может быть ошибка умышленная, там неправильный текст, неправильные буквы, да, вот если там посмотрите, 3 снизу, или 4 снизу, значит, 4 снизу строка, там вроде как написано blablacar.ru, на первый взгляд, но опять же там ком, да, какой-то идет. А на самом деле там написано blabalcar, да, в госуслуги.ру, там может быть заменена там буква, да, госуслуги там какие-нибудь, к примеру, я говорю. Возможно, замена латинской буквы на, значит, кириллицу, то есть буква A там английская, да, на русскую букву А в названии, да, и тоже может там внешне быть похожим на настоящий. То есть это второй этап проверки, но не самый главный, наверное, да, ну, один из таких серьезных. И еще один этап – это глубина погружения на сайт. Если вы уже пользуетесь такими сайтами, как для покупок, да, Озон, я не знаю, там, Wildberries, может быть, кто-то еще, ну, подобными официальными сайтами, да, AliExpress, там, я не знаю, Казань Экспресс сейчас у нас есть, да, я сейчас не в плане рекламы, а в плане понимания. Зайдя на этот сайт, вы можете в нем находиться, там, не знаю, и час, и 2, и неделю. Там огромный каталог, проваливаясь в который там огромное количество товаров, и можно там гулять, что называется, там с утра до вечера и еще 2 дня, и больше. Вот. Фишинговые сайты, как правило, они глубоко не копают, там 2, 3, там 4 погружения, потом вываливается, значит, транспарант, что там сайт заблокирован, там или неисправность какая-то случилась, якобы перейдите там куда-то еще, и опять вас пытаются там перекинуть на какой-то другой сайт. То есть нормальный сайт, он не блокируется вот таким образом, в нем можно гулять там неделями. Непрерывно. Еще один момент, который здесь я вот отразил снизу в последней строке, в левой части экрана, да, видно, да, там yula.ru вроде бы, собачка, и дальше там пошли какие-то реквизиты. Вот надо понимать, что когда есть в названии собачка, значит, вас перекидывает именно в правую часть вот этого, значит, сайта. Ну, в принципе, вот этот момент надо запомнить. То есть, если там даже внешне yula.ru, собака и там дальше что-то другое, то значит надо понимать, что на самом деле вы попадаете не на юлу, там, а попадаете вот как раз на правую часть вот этой гиперссылки. Так, дальше.
Предлоги, с которыми обращаются мошенники, они разнообразны, их огромное количество, все их перечислить просто невозможно, преступники постоянно меняют тактику, ну не тактику точнее, а именно предлоги для звонков, но основные это вот, как правило, то ли блокировка карт, то ли проблемы там в личном кабинете, там в каком-то там госуслугах или где-то, значит, продажа товаров, там, предположим, очень больно бьет по нервам, когда родственник попал в беду там какой-то, да, вот как мы пример привел. Ну и, естественно, вот эти вот наиболее часто встречающиеся, это попытка типа хищения у вас денег со счета, попытка получения кредита на ваше имя, там, от вашего имени, продажа квартиры от вашего имени там, и так далее, по доверенности якобы фиктивной. И такой очень действенный для преступников метод – это, значит, звонок от имени правоохранительных органов якобы с требованием оказать помощь, содействие в задержании преступников, значит, при совершении ими попытки хищения денег со счета или там оформления каких-то кредитов. Причем отказ от якобы участия в этой операции типа расценивается как воспрепятствование ходу расследования, там, ну и такие вещи. Да, естественно, человек пугается и начинает там действовать так, как ему говорят. Но это вот несколько, на самом деле, предлогов огромное количество. Так вот, мы переходим теперь к принципиальной схеме действий преступников. Вот во всех этих протоколах допросов, о которых я вам говорил, да, схема действий преступников абсолютно одинакова. При внешних там различиях каких-то, да, казалось бы, схема одинакова. Вот если мы в этой схеме с вами разберемся, то для нас, собственно говоря, никакие вот эти вот жулики не страшны. То есть первое действие, которое совершает жулик, это звонок с какого-то там номера от якобы какого-то авторитетного человека из какой-то весомой организации. Это может быть от банка, от какой-нибудь правоохранительной системы, от госуслуг и так далее. То есть это первый звонок, который совершается человеку для того, чтобы его вывести, значит, из равновесия. Может быть использован как раз принцип, или может быть использована технология подмены номера IP-телефонии, то есть человек может увидеть звонок не просто с неизвестного номера, а звонок, который вроде как с местного номера даже, да, какого-то, причем в интернете он будет биться, как показан как звонок, там, я не знаю, с полиции или с ФСБ или чего-то такого, ну, имеется номер соответствующий. Вот. Но этот первый звонок как раз направлен на то, чтобы человека, значит, взбудоражить, вывести из равновесия. Соответственно, второе, то есть звонок солидный человек, какие-то там страшные, красивые, там необычные слова, там уголовное дело, расследование, там, значит, задержание, там специальный счет, там операции банковские, там что-то такое, да, человек, который с этим делом не сталкивается, для него это определенный такой стресс. И это вот как раз приводит к выведению человека из душевного равновесия, волнению, и человек перестает там, ну, нормально, адекватно соображать. Возможно, противоположная вещь, да, не обязательно страх, возможно, наоборот, эйфория. Да, были случаи, когда звонили там человеку, это реальная такая ситуация была, позвонили там человеку, сказали, что вот я там юрист там из Соединенных Штатов, там, может, с акцентом даже какой-нибудь там, Майкл, Джон, там, да, там, я не знаю. И сказал, что вы там, значит, мы тут выяснили, в Америке умер там, значит, такой-то, такой-то товарищ, миллиардер там, который в списке Forbes не значится, потому что он там секретный там какой-то, да. Вот, он умер, оставил там огромное наследство, там 25 островов, там 10 яхт, я не знаю, там дворцов там в разных краях света, да. Вот, и он один-единственный, значит, на всем белом свете, но вот мы тут покопались в генеалогическом древе и выяснили, что только вы, единственный его наследник, остались во всем белом, значит, на всем белом свете. И только вы. Значит, вам положено вот это все богатство, значит, там стоимостью там несколько сот миллионов там, или там миллиардов, я не знаю, там долларов, к примеру, да, или там евро, чего там. Вот. Ну, надо всего лишь там пройти определенные какие-то процедуры формальные, да, юридические, там, заплатить определенные там налоги, какие-то сборы за там оформление юридические там этих всех договоров и прочее. Ну, всего там 500 тысяч рублей, там, ну, собственно говоря, в сравнении с тем богатством, которое вас ждет, в общем-то, ни о чем. Ну и понятно, человек поехал. Вот. Следующий шаг. То есть, запомнили, да, первый звонок такого какого-то авторитетного товарища якобы, строгого там, значит, вброс информации о том, что у вас что-то там происходит. Третье, подтверждение данной информации из другого источника, как правило.
подтверждение. То есть, если звонили сначала от имени там полиции или ФСБ или кого-то, значит, следующий звонок якобы от работника банка. Если звонили от имени работников там банка, следующий звонок будет от там полиции, ФСБ и кого-то еще. То есть подтверждение этой информации. Это момент такой важный. То есть у человека возникает в голове значит, такое ощущение, что вот вроде бы это ведомство с этим не связано. Из этого ведомства позвонили, сказали, а тут еще из этого ведомства позвонили, то же самое сказали. Наверное, это же, как говорил Винни-Пух, неспроста. Значит, наверное, что-то там действительно есть. И человек начинает волноваться еще сильнее, соответственно. Да? Прошу прощения. Значит, тут же начинается вопрос срочности, естественно, это обязательный элемент, который, опять же, человека лишает возможности трезво мыслить и соображать. Да, срочно, немедленно, если мы сейчас не успеем, значит, все пропало, клиент уезжает, гипс снимает, как в известном фильме, да. В общем, все надо делать бегом, бегом, бегом. И очень важно, об этом никому говорить нельзя. Это вот обязательно идет вброс такой, что никому вы не имеете права говорить, это тайна следствия, это государственная тайна, это банковская тайна, там за это мы вас посадим и так далее, и так далее. Для чего это делается, мы с вами как раз в том числе и поговорим. Но делается, собственно говоря, для того, чтобы не соскочил человек, да, чтобы он, если кому-то расскажет, его сразу отговорят. И, в общем-то, человека ведут очень долго. На телефоне человека могут держать там не только несколько часов, по несколько дней. Такие случаи были. С некоторыми людьми, вот, жертвами, жулики, вели разговоры даже несколько недель, особенно вот по сделкам, которые связаны с квартирами, да, там целая комбинация разыгрывалась, огромный спектакль там, как радиоспектакли были у нас, да, тут телефонные спектакли начинались, значит, и полностью контроль всех сделок и получение кредитов, списание со счетов, там, направление денег и продажа квартир подконтрольная и переправка денег, все это происходило в течение даже нескольких дней. Вот. Ну и когда человек уже, ну, собственно говоря, созрел, а это становится понятным, когда человек пришел на стадию вот этого закрепления и начал разговаривать с этим вот вторым человеком, да, и делать то, что он говорит, значит, он человек созрел, и дальше его начинает полностью выдаивать настолько, насколько это возможно. До последней там копейки, пока он все свои деньги не отправит, пока он, значит, все кредиты, которые могут еще дать в банках, не получит, пока он там квартиру свою не продаст, предположим, до последней там и все деньги не отправит, его будут, значит, держать и доить. Дополнительные вещи, которые сейчас тоже появились, это с отлагательным условием воздействия, то есть жулик может позвонить не сразу, а сначала позвонить, там, представиться полицейским, сказать, что, ну, это реально тоже ситуация была, позвонил, представился, там, что я ваш новый участковый. Вот предупреждаю, что могут позвонить там жулики, если вас скажут, что там вас что-то похищают, вы мне сразу же звоните, я все проверю и вам сообщу. Действительно, через какое-то время, там, может быть, даже на следующий день звонят якобы из банка, говорят, что у вас там такая-то проблема, человек наученный уже, да, проинструктированный, говорит, сейчас я разберусь, звонит этому участковому, говорит, вот то-то, то-то было, такой-то звонок с такого-то номера, то-то сказали, участковый говорит, спокойно, сейчас все выясним, разберемся. Потом через некоторое время перезвонит и говорит, да, правда, действительно, у тебя там проблема, у тебя там, значит, пытаются похитить, я все проверил, это правда, надо действовать, как говорит работник банка. Ну и дальше происходит вот ровно то, о чем мы только что говорили. И еще один момент, который сейчас стал актуальным, о котором мы должны знать. Жулики, мало того, что похищают деньги, они побуждают человека совершить противоправные действия, то есть побуждают человека, значит, что-нибудь там сотворить. Наверняка вы слышали в новостях вот информацию, что там какие-то пожилые люди, да, подожгли военкомат, какие-то там люди, опять же, пожилые там или не очень пожилые, подожгли там отделение банков, да, несколько случаев таких было. Казалось бы, зачем? Непонятно. На самом деле это вот анализ такой был проведен, на самом деле это были жертвы мошенников, которым опять же позвонили эти же самые мошенники под видом там полицейских, сказали, что мы сейчас тут накрыли эту группу, мы знаем, она завтра будет там, предположим, там-то, там-то, ее надо задержать, вы должны нам помочь, для этого вам надо, значит, прийти туда-то в филиал, в такое-то время поджечь там то-то, то-то, люди побегут, значит, через запасный выход на улицу, тут-то мы всех их там, соответственно, и схватим, задержим и так далее, да. Но чтобы вас узнали, мы там в этой толпе, вы должны крикнуть определенные слова. Вот эти слова как раз вот здесь на слайде написаны, да.
То есть слова, поддерживающие ВСУ на самом деле. То есть мало того, что человек совершает противоправные действия, да, поджигая там, по сути дела, сродни теракту, где-то там, значит, просто полить, поджечь, где-то там бросить бутылку зажигательной смеси, такие случаи были, а в следующий раз, может быть, и занести там коробочку, нажать на кнопочку, да, такой тоже вариант не исключается. Поэтому это, к сожалению, вот такая вот грустная история. А вот теперь давайте разберемся, что же на самом деле-то происходит. На самом деле все звонки осуществляются вот в основной своей массе с территории Украины. Из колл-центров, которые расположены, были и сейчас расположены во многих городах Украины. Этот анализ был сделан на основе, в том числе, ну, во-первых, по анализу Сбербанка, да, службы кибербезопасности Сбербанка, было и выяснено, что основная, подавляющая, более 97%, по-моему, звонков такого рода осуществляется именно с территории Украины, из разных городов. На самом деле это бизнес там уже давно. Там эти колл-центры, там в каждом городе по несколько сотен их было. И под эти колл-центры работала вся система бизнеса в этом городе. Да? То есть там были люди, которые сдавали в аренду эти площади для размещения колл-центра. Были, значит, программисты, которые разрабатывали определенные специальные программы. Были, значит, хакеры, которые продавали, поставляли, значит, всякие разные базы, которые там взламывали там сайты и прочее, прочее, прочее. Точки общепита привозили туда, значит, всякие там питания, пиццу и так далее, так далее. Гостиницы предоставляли там, значит, номера для житья, там хосписы, или как они там, хостелы, да. То есть вокруг этих колл-центров на самом деле строился вообще бизнес всего города. И вот когда освободили наши войска Бердянск, один из колл-центров такой, который не успели там вычистить эти все злодеи, значит, успели захватить документацию, компьютеры и прочее. И вот на основе вот этих всех документов выяснили как раз вот эту всю схему работы. То есть вот колл-центр, это вот, если видите в нижней строчке, ну там руководители, там всякие, значит, HR-службы, это, ну, кадровая служба, грубо говоря, да, значит, которая проверяет своих работников. А дальше вот эти вот две группы. Если вы видите, значит, первая линия, так называемая, значит, звонари, да, так обозвали, и вторая клоузер. Клоузер от слова close, английское закрывать. То есть первая линия это как раз тот, кто звонит первым, представляясь там полиции или там работникам банка. Пытаются понять, это так называемые холодные звонки, которые, по которым понятно, клюнул человек на это или не клюнул. И как только человек клюнул, его тут же там дальше переключают вот на этих клоузеров, на вторую группу, которые дальше под видом уже следующих там товарищей начинают добивать. И вот здесь схема показана как раз всех этих действий. Значит, звонки клиенту, клиент дальше, который повелся, перечисляет деньги определенным, значит, на счета, которые предоставляют вот эти, опять же, специально подобранные, скажем так, люди, предоставляют счета так называемым дроперам. Деньги перечисляются. Дроперы — это те, которые дальше эти деньги распыляют, раскидывают, перечисляют дальше. И, соответственно, почему иногда задается вопрос, да, почему не могут вернуть деньги? А вот почему. Вот, если вот на этой схеме как раз все это замечательно видно. То есть деньги, попадая на дропера, дальше распыляются на огромное количество счетов, интернет-счетов каких-то там, типа киви-кошельков, криптовалют и так далее. На огромной массе. Часть из этих денег возвращается, ну, остается у вот этих вот всех участников, там какая-то доля в процентах. Основная масса там возвращается вот этому колл-центру, и потом эти деньги, ну, естественно, оставаясь частично вот этим всем работникам, идет на финансирование, на поддержание ВСУ, которые убивают наших с вами ребят. То есть вот эта схема на самом деле. И мы об этом должны с вами знать, да, и понимать это. Вот здесь примеры документов на этом сайте, которые направляют, это некоторые примеры, некоторые документы, их огромное количество может быть, любые. Вот обратите внимание, там удостоверение сотрудника ФСБ, удостоверение сотрудника Центробанка якобы. Документы, письма от имени ФСБ, там, видите, с гербами, да, с печатями, с подписями, всем чем угодно. Причем все требования там делопроизводства, там штампы входящих, исходящих и все там, печати, подписи, все есть. Но все эти документы делаются, опять же, вот этими огромным количеством разных программ в течение нескольких секунд. То есть вот этот вот
клоузер, так называемый, который добивает клиента, он говорит, мне нужны документы, предположим, от ФСБ на имя такого-то там, значит, и от такого-то банка. И вот там за 3 секунды программа выдает там целую пачку разного рода документов. Никакой человек не в состоянии их сходу отличить от настоящих. Они внешне очень похожи. Невозможно. И этим как раз пользуются. Вот, то есть вот это надо нам с вами знать, и к этому надо быть готовым. Так вот, теперь переходим к самому, наверное, главному. Да? А что делать-то, собственно говоря, в этой ситуации? А на самом деле все просто. На самом деле вот эти 5 пунктов, я сейчас, так как время чуть-чуть есть, да, я их раскрою пошире, но, собственно говоря, первый пункт – это отнестись с недоверием к звонку, вспомнить, что мошенники существуют, что может быть IP-телефония разного рода, вспомнить, что действия банков и полиции никогда не связаны с просьбой там, перечислить куда-то деньги, совершить какие-то операции, тем более использовать там какие-то интернет-кошельки и прочие вещи, да. Это третий шаг. Четвертый шаг, наверное, надо помнить всегда, что никаких действий совершать нельзя по звонкам, что бы вам ни говорили. Ну и пятое действие основное, это надо прервать разговор. Так вот, теперь поподробнее, да. Почему надо отнестись с недоверием, усомниться, да? Ну, мы с вами уже, в принципе, поняли, почему. Значит, ну, вот смотрите, я вот этот пример, наверное, привожу, такой самый простой, да, наглядный. У нас у всех есть жилище, да, мы с вами живем все, там, кто в доме, кто в квартире, там, я не знаю. У нас у всех есть дверь. Входная дверь, как правило, там одна, а может быть там две, там не знаю у кого как. Сейчас у многих, наверное, железные двери, да, как правило. На этой двери еще есть замок, а может и не один. Вопрос, зачем, да, казалось бы. Зачем нам дверь? Но на этот вопрос простейший, естественно, есть такой же ответ, да. Понятно, что есть люди, которые могут там зайти, что-то там украсть, что-нибудь там сотворить нехорошее, да, даже когда нас нет, вернее, когда нас нет, и даже когда мы есть, мы все равно закрываемся изнутри, чтобы вот этих людей не допустить. То есть мы знаем, что такие люди существуют. Об этом мы знаем с детства. Так вот, и здесь мы тоже теперь с вами должны знать, что мошенники существуют, хотим мы о них знать, не хотим мы о них знать, хотим мы читать новости про них, не хотим мы читать новости, они существуют, и они хотят нас облапошить. Это их цель жизни, это их цель работы. И они есть. И вот это знание должно как раз нас, соответственно, сразу встревожить. Да? Вот, ну, я так уж всегда привожу такой простой пример. Это вот не в плане там, идеала, да, работы с мошенниками, но я просто как пример просто свой. Когда мне звонит неизвестный мне номер, да, ну, я в силу того, что, собственно говоря, понятно, что телефоны всех работников банка я не знаю, да, невозможно там сотрудников. Естественно, я вынужден брать звонки. Но когда я вижу неизвестный номер, я себе говорю, ага, мошенники звонят, ну-ка, что он мне сейчас на это расскажет. То есть я уже морально готов к разговору с мошенником. Ну, не мошенник, хорошо, значит, дальше разговариваем как нормально. Да? Но как только я начинаю слышать, там, особенно с украинским акцентом, там, это МВД Российской Федерации там, или ФСБ, и у вас там тот... Вопрос, да? А? Нет, включились. Ага. Ну, тут уже сразу все становится понятно. То есть мы должны понимать, что мошенники существуют, и любой звонок с неизвестного вам номера должен быть для вас определенным таким триггером беспокойства. Значит, и мы должны сразу понимать, что если мы видим даже номер, который вроде как действительно в интернете существует, да, особенно когда на это нам намекают, там звонящий говорит, я из МВД там, или из ФСБ, вот проверьте мой номер в интернете, это для вас стопроцентный триггер того, что это мошенники. Это стопроцентный триггер того, что это технологии подмены номера. 100%. Ну, естественно, простые вопросы. А почему мне нельзя с кем-то посоветоваться, да, когда там начинают что-то рассказывать, там тайна военная, государственная, там какая-то еще, да? Если, а вдруг у меня там, не знаю, муж, жена, там брат, сват, ребенок там работает в банке или там в той же МВД, ФСБ там и так далее, да? Что же он мне враг, что мне не подскажет, как надо действовать, что ли? Что за бред? И так далее. Следующий момент. Мы должны понимать, что если вам позвонили, надо помнить, что технология работы банков очень простая, да, относительно. Мы с вами должны понимать, что никогда банк не просит никуда перечислить деньги с вашего счета на какой-то там иной счет, тем более посторонний счет. Если банк никогда не просит там
вас перекредитоваться, там, если кто-то якобы там что-то пытается у вас там унести, увести там, и так далее. Банк никогда не использует никаких там счетов, телефонных номеров, значит, интернет-кошельков, там, киви кошельков и так далее. Никаких реквизитов банк не спрашивает. Банк, вот надо просто одну вещь понимать. Банки в состоянии сами заблокировать любую операцию. Если банк видит проблему, он просто блокирует вашу операцию и все. И не просит никаких других действий от вас. Не просит ничего установить там на телефон там, или на компьютер, ничего другого. Вот это надо просто понимать. Полиция то же самое, она никогда не просит там совершить никаких действий, никогда не просит что-то установить, никогда не будет с вами там по 3 дня разговаривать на телефоне, ни банк, ни полиция, никто. Не просит установить никаких программ. Чтобы вас привлечь к ответственности там, или вообще любого гражданина за разглашение какой-то там тайны, надо понимать, да, простую вещь. Вот если там среди наших слушателей есть мужчины, которые служили, там, может быть, работали раньше в каких-то таких структурах, неважно, даже просто служили, да, где-то в войсках, в советской армии, там, еще где-то. Они знают прекрасно, что чтобы человека привлечь к ответственности, сначала его там очень долго там проверяют по разным каналам, потом его знакомят с тем перечнем документов, которые, значит, ну, вернее, сначала его знакомят с ответственностью уголовной, письменно разъясняют, поясняют, дают подписать определенный документ, обязательства там о неразглашении и так далее, под роспись в кабинете у конкретного оперативного там сотрудника, следователя и так далее. По телефону никаких там таких обязательств никто на вас наложить не может, поэтому никакой ответственности за это никто нести тоже не может. Поэтому это полный бред, и когда вам говорят о том, что это банковская там или какая-то служебная там военная там тайное следствие по телефону, да, и вас за это сейчас посадят, если вы кому-то что-то расскажете, значит, это просто обман, и это мы просто с вами должны понимать и знать. Да, налей, пожалуйста, если можно, спасибо. Следующий момент, да, мы должны приучить себя не совершать никаких действий. Когда вам кто-то звонит и что-то просит сделать, нажать на какие-то кнопки, нажать на какую-то там, установить какую-то программу, перейти по какой-то ссылке и так далее, вообще приучить себя, в принципе, ничего этого не делать. Это категорически запрещено. Почему? Не тем более оформлять кредиты, там, какие-то там, совершать иные операции по звонку. Кто бы вам, кем бы ни представлялся, какой бы там красивый предлог не упоминал, да, вообще никаких действий по звонкам по телефону делать нельзя, вообще нельзя. Вот это надо себя приучить. И вообще такая есть штука, как умение говорить «нет». Но эта тема серьезная на самом деле, да, вот себе надо, ну, как-то так научить говорить «нет». Мы привыкли к тому, что вот мы вроде как должны всем что-то помогать. Да вот к нам обратился человек, и мы тут все обязаны ему помочь. Но нет, не обязаны мы никому помогать в этом плане, тем более неизвестным людям, да, тем более по непонятным вообще там каким-то причинам. Надо уметь говорить «нет». Это на самом деле непросто. Это на самом деле тяжело в определенной степени, но это важно. Господи, у меня все вылетает. Да все хорошо. Прошу прощения, да ладно. Да, спасибо. То есть никакой информации, кто бы вам там не звонил, не просил, ни смс-ки, ни номера, кодов там и так далее, ничего делать нельзя. Почему этого делать нельзя? Потому что даже нажимая, вот вам позвонили, там представили с кем-то, говорят, вам надо там сейчас пройти там то ли опрос какой-нибудь, нажмите кнопку 1, нажмите там кнопку такую-то. На самом деле, нажимая непонятные для вас кнопки на телефоне, вы можете запустить в действие программу код удаленного управления вашим мобильным устройством. И тот человек, который вам звонит, на самом деле будет видеть ваш телефон, ваш гаджет, и уже зная и управляя им, совершать все, что угодно. Нельзя вообще ничего делать по звонкам. Ну и надо понимать, почему надо прервать разговор. Значит, вот то, что мы с вами обсуждали по поводу того, что людей держат по несколько часов или дней на телефоне. Что это такое на самом деле? Это не от того, что человек хочет там пообщаться, да, сильно, а на самом деле это как раз цель не дать жертве соскочить с IP-соединения. Потому что если человек отключил этот номер и сорвался с этого IP-соединения, даже если он наберет снова на этот же номер, который у него там высветился, он не попадет туда. Не попадет. То есть вот это IP-соединение, так называемое, да, значит, по технологии подмены номера, в одну сторону только может работать. И поэтому предлог такой, что не отключайте, мы вас прослушиваем, мы вас, значит, там контролируем, значит, все такое, чтобы вы никому ничего не говорили. На самом деле цель очень простая.
не дать соскочить с этого номера, потому что второй раз человек может уже сам туда не перезвонит, а и потом вдруг уже не успеют они. Они его держат на телефоне по максимуму. Второй момент, который надо понимать. Значит, некоторые люди пытаются задавать вопросы вот этим вот звонящему, да, с целью его там вывести на чистую воду. Вот надо сразу понимать, что эта тема бесполезная. Жулики готовы ответить на любой вопрос ваш. У них есть целая куча скриптов, так называемых, то есть памяти, как отвечать на любой вопрос. На любой вопрос любого человека, студент, бабушка, там, дедушка, я не знаю, пенсионер и так далее, у них есть ответы на все вопросы заготовленные. Я вам просто приведу один из примеров, который был на самом деле. Значит, у нас работала, значит, одна женщина, замуправляющего, сейчас уже дальше там пошла работать, но это несколько лет назад было. Она, значит, мне звонит как-то в выходной день, в субботу вечером, и говорит: ой-ой, я вот, по-моему, я разговаривал с мошенниками, да. Вот. Ну, естественно, я стал, в силу профессионального интереса, там, расскажите, что случилось. Вот мне, говорит, позвонили из службы безопасности Сбербанка. Ну, я, говорит, сама замуправляющего Сбербанком. Я все знаю, я много лет, там, больше 10 лет, там, или сколько там уже лет она там работала в Сбербанке. Я все вроде про банк знаю, я думаю, дай-ка я их проверю. И давай задавать вопросы. Значит, вопрос, мне ответ. Я вопрос, мне ответ. 15 минут вопрос-ответ. Чем больше она задавала вопросов, тем больше она себя убеждала в том, что она разговаривает с сотрудниками службы безопасности Сбербанка. Они прокололись на одном вопросе, на последнем, да, который стал последним. Она спросила, кто у нас самый главный. Они перепутали имя и отчество Германа Грефа, сказали Греф Оскарович. И вот только тут она поняла, что она разговаривает с жуликами, да? А если бы они не перепутали? Последствия, ну, мягко говоря, были бы такими, наверное, грустными. То есть разговаривать, пытаться их вывести на чистую воду бесполезно. Не надо, они к этому готовы. Дальше. Значит, если вы раскусили жуликов, да, предположим, не обязательно их посылать. Да. Были такие случаи, когда там люди возмущенные говорят, да пошли вы там куда-то, да, значит, и так далее. Да. Жулики, ну, люди такие, скажем так, да, нервные, ранимые, да, они взяли телефон, значит, этого человека, воткнули в эту самую технологию IP-телефонии, значит, и позвонили в дежурную часть ФСБ. И сказали, что, значит, ну, бабушка там звонила как раз перед этим, ну, бабушка, вернее, их послала, они, значит, ставили этот номер телефона и позвонили в дежурную часть ФСБ. Сообщили, что якобы там что-то заминировано, да, ну, естественно, дежурная ФСБ там через минуту знал уже про эту бабушку там все до 5-го колена, про ее всех родственников, да, через 5 минут уже бабушка только чай собралась попить, а тут, значит, к ней вламываются там мальчики, маски-шоу, как говорится, и чуть бабушку эту не укладывают лицом в асфальт, как говорится, в пол, да. То есть вот вещи такие, да, конечно, разобрались, извинились, но вот удовольствия от этого мало, поэтому не надо этого делать. Следующий момент, почему надо понимать, да, жулики, сейчас есть программы, которые позволяют, по сути дела, за 3 секунды разговора с человеком уже дальше сформировать любой продолжительности речь этого человека, любого содержания. И такие случаи тоже были, когда человек также, вот, ну, знаете, наверное, и в интернете много случаев, когда там начинают люди стебаться там над преступниками этими, да, раскусили, и давай там с ними там шутки, прибаутки там и так далее. Пранкеры, да, назовем их, пускай это будет. Вот. А потом жулики, просто преступники берут этот голос, составляют из этого голоса совершенно другой монолог, причем дискредитирующий этого человека, и потом звонят ему и говорят, вот послушай, что ты нам вчера наговорил. А там, как говорится, лысина дыбом встает от этих слов, да, которые там слышно. И говорит, ну давай плати деньги, либо мы сейчас всем твоим контактам, значит, все это дело разошлем. Ну и случай был реальный, когда также вот женщина послала, их там обматерила и так далее, да, они взяли, сказали, ну тогда мы про тебя все знаем, вот и да, рассказали, где она живет, кто у нее дети там, в каком классе учатся, и сказали, либо там платишь нам деньги, либо, значит, мы тебе завтра 3 головы твоих детенышей будут лежать в подъезде. И тетенька прибежала, естественно, пыталась отправить деньги. Ладно, успокоили, ладно, там, как говорится, тему остановили. То есть разговаривать с преступниками не надо. И вот теперь, наверное, главный момент, да? Так, что-то опять не хочет. Кстати, пока приключается, Да. добавлю, вот это отдельный момент насчет того,
что о вас можно узнать в соцсетях. Потому что мы любим размещать фоточки, мы ведем ребенка в первый класс, мы ведем ребенка там, на занятия там, по карате, мы ведем ребенка туда-то, фотографируемся на фоне зданий. Мы сами иногда всю информацию о себе рассказываем. Преступникам только по номеру телефона остается там, сделать связку там, с соцсетями, теми же самыми одноклассниками, да? Или там ВКонтакте. И, естественно, они вам все про вас расскажут, чтобы вы потом поверили и доверились. Либо испугались. Так вот, целый час я вам тут рассказывал, а что делать ты не сказал толком, да? А вот давайте теперь подумаем, а что делать на самом деле? А на самом деле ничего не делать. Главное правило – ничего не делать. Сделать одно только действие, нажать на кнопочку «Сброс». И все. Если у вас все-таки какие-то там остались сомнения, значит, вы должны перезвонить там тот же банк, или там в полицию, или там в ФСБ, неважно. Не надо стесняться этого, не надо бояться этого, самое главное. У нас некоторые боятся, ну как я буду звонить в ФСБ? Да не надо бояться звонить. Прямо находите в интернете официальный сайт этого органа там правоохранительного, Следственный комитет, неважно. Набираете туда и говорите, вот мне звонили, представились от вас, там, с такого-то номера сообщили то-то, то-то. И будьте уверены, что вам скажут, это звонили жулики, ничего не делать, никуда ничего не пересылать. Это 100%. Если звонят с Центробанка якобы, да, надо понимать, что никакой Центробанк не занимается физическими лицами в принципе. Никаких каких-то там обобщенных, объединенных счетов, как жулики начинают говорить, что вот мы видим с Центробанка на вашем обобщенном счете, куда там якобы стекается информация из всех банков, что у вас там какие-то непонятные действия на счете происходят или на этом. Нет такого, нет никакого обобщенного счета. Если вы открыли счет там, или какие-то операции совершаете в одном банке, информация остается только в этом банке. Центробанк занимается исключительно бюджетными средствами, государственными структурами, либо юридическими лицами, которые там работают с этими государственными структурами по бюджетным средствам. Все, нет такого. Поэтому смело набираете сами номер, если у вас какие-то сомнения есть. Банк любой, полиция, там, ФСБ и так далее, и задаете вопрос. Значит, если у вас какие-то там все-таки волнения есть, обязательно позвонить надо своим родственникам, детям, внукам взрослым, которые уже так, и сказать, что вот мне звонили оттуда, там что-то такое, вот говорят такое-то, такое-то. Я думаю, любой ваш родственник, скажем так, он вам скажет остановиться, ничего не делать, это все жулик. То есть вот, собственно говоря, простые вещи. Ну и позвонить в полицию, что вас пытались обмануть. Это на самом деле покушение на преступление, покушение на мошенничество. Это тоже преступление, которое полиция обязана зарегистрировать и, собственно говоря, ну, начать расследовать. Хотя понятно, что если там все это... Да. Родион Леонидович, вот я вообще на самом деле советую, если к вам идет звонок с незнакомого номера, и вы не ждете никаких звонков, ну, мы рассматриваем, что пенсионеры вообще не так часто как-то вот звонки вот эти получают с незнакомых номеров. Обычно все, кто вам звонят, они есть в контактах. А вот вы видите там какой-то там непонятный номер, да? И если вы не ждете ни от какого номера вот этого звонка, ну, я не знаю, потенциально там сказали вам, что в регистратуре перезвонят и там скажут, когда вам подойти. Там, в этом случае вы ждете звонка, вы не знаете, какой там у нее номер, да, можете там как бы взять. А если вы не ждете, то и не надо брать трубку. Если надо, полиция вас найдет сама, всегда и каким там ни было образом. А если у вас как бы нет никаких срочных вот этих вот дел, не надо просто искушать и смотрите, вот многие у нас, если звонок раздается, сразу, опа, взяли трубочку. Подождите, когда любой звонок идет, подождите секунды 3, потому что многие сотовые операторы сейчас подключают услугу, кто звонит, например, да, либо есть там специальные программки на смартфоне, там у Касперского лаборатории, там Hookels, или то же самое Сбербанк онлайн позволяет там подключить определение номеров, то есть и проверить сразу, потому что там за секунды 3 там сразу идет информация, это спам-звонок, то есть это там рекламный, либо это потенциально мошенники. И вы сразу увидите на телефоне, что это возможно, звонят мошенники. То есть тогда в этом случае ну просто вообще не надо брать. Ну, понятное дело, что как максимально быстро сбросить звонок, но в этом случае, если вы даже и не вступаете в контакт, вы себя там обезопасиваете еще больше. Да, спасибо, Василий Георгиевич, действительно так. Если вы звонков не ждете, в идеале лучше вообще не брать.
Это понятное дело. Ну, бывает ситуация, когда на звонок мы отвечаем, поэтому вот надо это понимать. Плюс надо понимать, что звонить могут не только на мобильный, могут звонить и на домашний номер. Такие случаи тоже были, к сожалению. И люди, опять же, звонят вот по той же схеме, что там то полиция, то еще кто-то, то там родственник попал в беду, то еще какая-то проблема. То есть звонки могут быть не только на мобильный, но и на домашний. Поэтому вот иногда вы даже не видите, что это неизвестный вам номер, да, вы берете на автомате, как говорится, этот звонок, ну, трубку, вернее, снимаете, да. Но как только начинается разговор вот о том, о чем мы с вами сейчас вот говорили, да, соответственно, вы сразу должны вот это все вспомнить. То есть все, что я вам целый час рассказываю, вы должны вспомнить там за доли секунды, за сколько вы вспомните, там, условно говоря, таблицу умножения, там, какой-нибудь там 5,8, да, сколько. Вот за столько же вот это все вы должны быстренько вспомнить и сделать одно действие, да, нажать на кнопку сброс. Вот. Если же все-таки вы что-то успели сказать, да, но не сразу поняли, например, то, конечно, первым делом надо звонить, опять же, все равно надо сбросить звонок и срочно набрать или прибежать в банк, ближайший, если там недалеко от вас, либо позвонить в банк по официальному номеру, который вы знаете, и сразу же заблокировать все свои счета, там, карты, для того, чтобы избежать каких-то там действий с этими, значит, банковскими счетами вашими. Ну и остальное все примерно то же самое. Вот, в плане... Ну, по времени уже маловато осталось, да, мы сейчас можем проговорить еще про некоторые правила финансовой безопасности, скажем так, да, буквально коротко. В целом они вам должны быть знакомы, как я понимаю, да, но еще раз глазами пробегитесь. Вот, то есть в любом случае, вот то, что мы с вами говорили, когда в интернете вы работаете, значит, обязательно проверяйте адресную строку. Вот то, о чем мы с вами перед этим говорили, как отличить, да, настоящий сайт, avito.ru, там, wildberries.ru, ничего другого быть не должно. Ну и плюс вот эти защищенные соединения обязательно. Глубина погружения. В идеале вообще покупать на каких-то там непонятных сайтах, от имени даже кого-то, ну, это очень рискованно. Лучше всего покупать товары. Пусть они будут чуть дороже, но на официальных сайтах вот этих вот продавцов, именно вот там, я не знаю, Авито, там, Wildberries, что там есть, да, но именно на официальных сайтах. Там, по крайней мере, вы гарантированно товар получите, если надо, его вернете, вот, но как минимум не попадетесь в руки жуликов, ну, в основном. Значит, сейчас очень важно использовать многофакторную или двухфакторную идентификацию, особенно мы все в основном сейчас переходим на интернет-портал госуслуг. И здесь очень важно правильно вот это вот все настроить. Это в телефоне есть такие настройки, двухфакторная идентификация, по-моему, называется она. Когда помимо так называемого логина и пароля, который вы вводите, да, для того, чтобы зайти, к вам на телефон приходит смс-ка с определенным, значит, набором цифр, там 6, по-моему, цифр, насколько я помню, которые вы должны ввести, чтобы снова попасть на сайт. То есть... Но этот набор цифр вы не должны никому говорить. Жулики как раз и хотят, если даже они там по каким-то возможностям смогли там прочитать ваш пароль, который должен быть на самом деле сложным, и подобрать его, чтобы нельзя было. Но если уж такое случилось, да, как минимум вот этот вот смс, который к вам придет, без этой смс они зайти не смогут. Без введения этих вот цифр, точнее, которые пришли в СМС. И вы эти цифры ни в коем случае никогда никому не должны говорить. Все, что вам приходит на телефон, какие-то номера при совершении операции, никому никогда говорить нельзя, просто нельзя. Вот это надо запомнить. Значит, ну и, соответственно, никаких паролей, никогда ничего не сообщать. Номера карт, это тоже, кстати, очень такой момент критичный. Некоторые рекомендуют, например, просто указывать номер карты. Не надо указывать номер карты, надо указать номер телефона, как минимум, привязанной к карте. Номер карты тоже на некоторых сайтах является достаточным, чтобы списать с них денег. Поэтому тут тоже надо быть аккуратным. Ну и, естественно, вот то, что мы уже говорили, поменьше размещать в соцсетях там какую-то персональную информацию о своих близких, там координаты какие-то свои, адреса, телефоны, там, я не знаю, там то, что вы куда-то собираетесь ехать, там, ну, в общем, понятно, что хочется, чтобы там всем поставили кучу лайков, да, каких-то, но потом это все может обернуться для вас очень такими малоприятными вещами, на самом деле. Ну и, соответственно, какие-то вот эти сообщения, которые приходят к вам от кого-то, якобы ваших контактов об оказании помощи, тоже вы должны перепроверять, естественно.
Ну, по работе с банковскими картами, я думаю, уже тема вам всем известна. Уже с банковскими картами ну, как бы пользуются все, наверное, банковскими картами. Поэтому простые вещи, в общем-то, вам, надеюсь, известны. Само собой, пин-код от карты не надо писать на карте, не надо класть вместе на бумажке вместе с этой картой в кошелек рядышком, да, даже если у вас его вытащат или вы потеряете, чтобы преступники не могли этим воспользоваться. Вот. Никогда не передавать никому какие-то вот этот CVV-код на обратной стороне написано и так далее. Пин-коды и прочие вещи, смс-ки, которые приходят от банка, ни в коем случае никогда не передавать и так далее. Если вдруг вы карту потеряли, надо ее заблокировать. То есть прийти в банк и быстренько сказать, что вот карту я потерял, карта заблокируется, вам выпустят новую карту, деньги, если никто ее не успел воспользоваться. Там, ну, сейчас бывают такие случаи, когда потерянную карту или украденные жулики используют, просто идут, ну, это уже, как правило, местные там товарищи, да, их очень быстро находят, идут в магазин и там вот на допустимую сумму там начинают там бутылку водки себе покупать, закуску там, ну и так далее. Но мелочи, конечно, да, но неприятно. На мобильных устройствах обязательно мы должны с вами понимать, что должен быть обязательно пароль для входа. В идеале там сейчас современные устройства используют там отпечатки пальцев и так далее. Но этот пароль должен быть известен только вам. Не надо ставить пароль, который знают все ваши там родственники, дети, внуки и прочие, да. Они могут этим воспользоваться. Такие случаи бывали, когда родственники похищали деньги, может быть и неумышленно, но значит, списывали деньги со счета, а иногда и умышленно своих близких родственников. Поэтому пароль он и есть пароль. И об этом знать никто не должен. При этом он должен быть достаточно сложным, чтобы его нельзя было так вот просто придумать и подобрать. Не 1, 2, 3, 4, 5, не день своего рождения, да, некоторые ставят, и при этом об этом знают там близкие люди. А ну как-то так надо посмотреть ту дату, может быть, или то число, которое вы можете вспомнить. Ну и как правило, или как минимум пароль не должен быть рядышком, да, так чтобы его найти можно было, но не подобрать. Антивирусная защита обязательно должна быть на любом устройстве, потому что вот эти фишинговые сайты, вот эти все, значит, вирусы, которые поступают, как раз антивирусная программа позволит обнаружить при получении какого-то сообщения и вас проинформирует как минимум, что есть риск и желательно не открывать. Ну и, соответственно, поменьше открывать вот этих сообщений, может быть, которые вы получаете от непонятных людей. Там. Это может как раз повлечь с собой заражение вирусное вашего устройства. Да. Сообщение очень важный момент часто бывает. Вот мы все пользуемся смартфонами, да. Вот последний праздник у нас был 8 марта, да. Вот про себя просто подумайте, вы все часто участвуете в пересылках там сообщений, там поступили поздравительные сообщения, там картинка красивая, текст, а там еще какая-то ссылочка иногда бывает там. И там от кого-то вы получаете, там, может быть, от знакомых, и там еще иногда пишут там, перешли 10 своим знакомым, будет вам счастье. Да. А в ссылочке-то обычно бывает ссылка на какой-то либо фишинговый сайт, либо на вирус, который можно потом скачать на телефон. И таким образом, участвуя вот в этих вот многократных рассылках непонятных сообщений, мы сами своих близких подвергаем риску того, что если не какой-то там вирус пустим на телефон, то там мы можем там, не знаю, свой этот номер, они там могут скомпрометировать, там, раздать тем же самым мошенникам. Понимаете, да? И поэтому я рекомендую всем, если вот вы хотите поздравить кого-то, делайте это с душой и личным сообщением, но не пересылайте вот эти вот непонятные ссылки. Это очень вот такая головная боль в последнее время, когда мы там в WhatsApp, в Viber любим там всем в группы пересылать там тоже в разные вещи. Вот это вот. Ну, это еще приятнее, это еще приятнее, конечно, да. По телефону позвонить и поздравить лично, это просто, я думаю, любому будет приятно. Да, спасибо, Василий Геннадьевич, действительно, это так и есть. Ну и одно правило, о котором мы уже с вами говорили, никаких действий по звонкам, кто бы вас что-то там не просил, как бы там ни представлялся, не совершать, не нажимать никаких кнопок, не устанавливать никаких программ, вообще ничего. Это вот должно быть правило. Надо, еще раз, вот мы с вами говорили, надо научиться говорить «нет». Это не просто, это как бы так морально, да, тяжело, если мы к этому не готовы. Но этому надо, пусть даже уже мы в возрасте, да, кто-то там есть, но этому надо научиться. Это очень важный момент, когда мы должны отстаивать свое там какое-то личное пространство, да, и говорить «нет, я не могу этого сделать, я не буду этого делать, потому что вот считаю, что это неправильно». Там, или вообще просто «нет, до свидания».
Так, ну что еще? Значит, при утрате телефонов, сим-карт и так далее, опять же, все это надо срочно блокировать, так как это может быть использовано преступниками. Ваш телефон, ваша сим-карта и так далее. Обязательно это все делать. Что еще? Ну, вот, наверное, такие вещи. Ну, про фишинговые сайты мы с вами говорили, про них забывать нельзя. Вот еще раз напоминаем. Ну и про многофакторную идентификацию мы тоже говорили. Ну, собственно говоря, наверное, вот все, что я хотел сказать. Вопросы тут уже тестовые я не буду, наверное, запускать дальше. Вот. Самое главное, мы с вами должны просто одну простую, ну, просто запомнить одну вещь, наверное, да, что жулики существуют. И любой звонок, откуда бы он ни пришел, от неизвестного человека, даже иногда, и может быть, возможно, видеозвонок от известного человека, но со странными просьбами там совершить какие-то финансовые операции, действия с вашим устройством, с вашими финансами, с вашим имуществом, они должны восприниматься вами как определенная угроза. И мы с вами должны вот сразу реагировать. То есть действие простое. Ничего не делать. Нажать на кнопку сброс. Вот самое простое правило, которое вас спасет от, собственно говоря, этих жуликов. Еще два момента хочу добавить, Родион Леонидович. Вот когда мы принимаем любые финансовые решения, запомните два ключевых совета. Первое. Никогда не делайте все срочно. Финансы не терпят суеты. Деньги должны осмыслить ситуацию. И поэтому, когда мы принимаем любые финансовые решения в условиях срочно, что-то надо быстрее сделать, это всегда, как правило, 90% неверное решение. Даже если просто, там, не знаю, вам говорят, акцию надо купить, сейчас вот выгодное предложение, сейчас побежали все, а дальше они грохнулись. Или там с долларами, обычная ситуация такая у нас, сколько кризисов было, всегда мы остаемся в дураках, потому что идем против рынка, потому что там нас заставляют быстро там покупать. То есть и здесь с мошенничествами всегда нужно сделать паузу, осмыслить ситуацию, да, понять, сбросить звонок, сделать звонок другу. И вот второе правило, никогда не принимайте финансовое решение в одиночку, если вы четко не понимаете, о чем идет речь. То есть вот, например, звонят вам с предложением, там, как там было, там, наследство, да, или женихи у нас еще там это бывает, на службе знакомства там звонят, да, или там пособие вам положено, там какое-то там дополнительная социальная мера поддержки, да, все прекрасно, но всегда принимайте решение о финансовых операциях не в одиночку, если вы не знаете, о чем идет речь. Попросите ребенка своего, сына, дочь, внуков там, если надо, да, подключите к этому проблему. Позвоните подруге, которая занимается этим вопросом и сможет вам подсказать. Не просто там любимой подруге, которая тоже не знает в этих вещах, да, а именно чтобы вот действительно человек был компетентный. И после этого только принимайте решение. Вот в этом случае, если вы будете принимать решение не быстро, вдумчиво, и посоветовавшись, вы 90% вероятности сохраните свои деньги, сбережения в безопасности. Вот это вот хотел добавить. Да, спасибо, Василий Геннадьевич. Ну, в целом, наверное, так уж очень коротко я рассказал примерно то, что хотел. Да, поэтому, если есть, не знаю, есть возможность задать вопросы, ну, в принципе, готов ответить. В целом, вот, наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо, Родион Леонидович. Именно с вашей подачи мы стали говорить не просто о финансовой безопасности, а о воспитании личного критического мышления в библиотеке, о том, что мы осмысливаем свои действия. И даже мастер-класс в субботу 25 марта будет посвящен именно формированию, один из мастер-классов фестиваля финансовой грамотности будет посвящен именно формированию личного критического мышления. Психологическая составляющая очень важна в деле финансовой безопасности. То, что вы сегодня рассказали, это очень много нового, интересного. Я очень рада, что такие актуальные, злободневные информационные темы у нас затрагиваются. Это супер. Я думаю, что, может быть, что-то было непонятно, но главный посыл ясен. Давайте принимать финансовое решение осмысленно. Здорово. Мы продолжаем фестиваль финансовой грамотности «Дружи с финансами». Завтра у нас встреча
и разговор о финансовой грамотности для детей и родителей. В пятницу мы говорим о личном финансовом планировании, а в субботу приглашаем всех на очные мастер-классы по самым актуальным темам финансовой грамотности. Завтра мы встречаемся здесь в онлайн в 2 часа, в пятницу у нас в 10 часов, а в Национальной библиотеке в субботу мы начинаем в полдень говорить и формировать финансовое благополучие. Уважаемые коллеги в муниципальных библиотеках, если у вашей аудитории есть вопросы, мы готовы принять их в чате, мы готовы найти экспертов, которые могли бы ответить на эти вопросы. И также я приглашаю аудиторию, которая здесь у нас присутствует. Спасибо людям, которые пришли, тоже задавать вопросы, пользоваться возможностью встречи с экспертом. Мы признательны вам за внимание. И на сегодня мы завершаем нашу онлайн-консультацию по кибербезопасности. Я благодарна всем, кто подключился к нашему фестивалю финансовой грамотности. Всю неделю мы говорим об этом. Спасибо вам за внимание и всего доброго, хорошего дня. До свидания.